Қайырлы күн, құрметті әріптестер, үкіметтің баспасөз орталығына қош келіңіздер. Біздің баспасөз конференциямыздың тақырыбы 11-ші Астана экономикалық форумына арналған. Осы форумның ұйымдастырушылары бүгін бізде қонақта. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Дәленов Руслан Ерболатұлы, Экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Мұқан Бауыржан Қалиақбарұлы, Қазақстандық экономикалық бастамалар қоры корпоративті қорының директоры Жолдаспаева Динара Сабитқызы, сонымен қатар GVA Қазақстан басқарушы серіктесі Тережидинов Филипп Андреевич. Мы рады приветствовать вас, уважаемые гости. Қош келіңіздер, құрметті қонақтар. Қысқаша сөз сөйлеген соң сұрақтар легіне көшеміз. Руслан Ерболатұлы, сөз кезегі өзіңізде. Құрметті журналистер мен баспасөз конференцияға қатысушылар, өздеріңіз білетіндей жуық арада 11-ші Астана экономикалық форумы бастап алады. Оның бұрынғы форумдардан басты ерекшелігі жаңа формат пен жаһандық деңгейі. Ол 10 жыл ішінде форум экономикалық идеялар мен практиканы біріктіретін халықаралық алаңға айналды. Бүгінгі таңда форумға әлемнің 150 елінен 50 мыңнан астам делегат үздік халықаралық спикерлер қатысқан. Форумның ықпалы өсіп отыр. Шара деңгейі халықаралық инвесторларды тартудан бастап, әлемдік экономикалық саясатты талқылайтын алаңға айналды. Форум әлемнің күн тәртібіндегі жаңа идеяларды талқылауға дайын. Осыған орай форумды қайта қалыптастыру қажеттілігі туындады. Өздеріңіз білесіздер, әлем өзгеруде, Қазақстан жаңғыруда. Сондықтан форум жаңа талаптарға сәйкес жаңа форматта өтеді. Биыл ұсынылған мәселелердің тақырыбы тереңдетілген. Саммит жан-жақты сараптамалық тәсілмен пікір таластардың жоғары дәрежесін ескереді. Биыл тұңғыш рет форум алаңында халықаралық үздік зияткерлік қауым әлемдік күн тәртібін өзекті мәселелерін талқылайды, нақты шешу жолдар мен ұсыныстар әзірленеді. Уже скоро, 17 мая, откроется 11-й Астанинский экономический форум. Главное отличие от предыдущих мероприятий – это новый формат и глобальная повестка. Форум проводится уже 10 лет и стал международной площадкой, соединяющей экономическую мысль, идею и практику. За 10 лет приняло участие более 50 тысяч делегатов из 150 стран мира. Эффект форума колоссальный. От привлечения международных инвесторов до обмена новыми идеями для формирования повестки экономической политики и в нашей стране, и во всем мире. В то же время назрела необходимость перезагрузки форума. Почему это надо? Меняется мир, модернизируется Казахстан, и форум должен соответствовать новым вызовам. В Казахстане реализуется программа «Цифровой Казахстан». Происходит модернизация экономики в свете послания народу Казахстана. 4-я революция происходит в мире. Главное не остаться в стороне. Главное, 4-я революция поделит мир на страны, на отстающие и развитые. И без включения в глобальную сеть есть риск остаться в стороне. Поэтому это очень важное мероприятие. Важно для развития быть встроенным в глобальную сеть. Обновленный форум должен стать одним из ведущих мировых саммитов о глобальных вызовах. Этим объясняется необходимость трансформации АЭФ. Он изменится и по содержанию, и по форме. Во-первых, на 11-м экономическом форуме будут обсуждены 11 глобальных вызовов, 11-й форум, 11 вызовов. Предложенная тематика вопросов подразумевает глубокий всесторонний экспертный подход, соответствующий глубину и высокий градус дискуссий. АЭФ станет площадкой, где представители мировой интеллектуальной элиты обсудят самые актуальные вопросы мировой повестки. Соответственно, будут выработаны рекомендации по ним. Какие-то повестки или треки, да? Мир единой экономики, мир глобальной стратегии, мир ресурсов, мир новой чистой энергии, мир долголетия, мир денег будущего, мир глобальной безопасности, мир нового человечества, мир городов, мир сингулярности, цифровой мир. Ключевое слово здесь «мир», потому что будет рассмотрена совокупность всей этой тематики. Это уникальная возможность. Впервые все 11 глобальных вызовов будут обсуждены в одном месте. Во-вторых, предлагается новый формат. Это
три здесь блока: деловая программа, стратегическая сессия и исследование. Это делается впервые, все три вместе. Следующее. Концепт мероприятий форума будет расширен, и формат будет более интерактивным. Если раньше проводились традиционно панельные сессии, то здесь будут расширены сильно. Будут Tech Talks, выступления визионеров, инновационные презентации, публичные интервью, специальные воркшопы. Все будет наглядно, 3D, с большим эффектом для восприятия и обсуждения. На всех площадках форума будут новейшие мультимедийные решения. В-третьих, будет задан высокий уровень экспертного обсуждения. На форум приглашены мировая интеллектуальная элита, руководители мировых корпораций, глобальные стартаперы, причем удачливые примеры стартапов, видные футурологи, зарубежные отечественные политики и, естественно, авторитетные экономисты и ученые. Программа АЭФ предусматривает участие молодежи. На базе ведущих вузов Астаны пройдут специальные мероприятия, лекции, презентации и так далее. Наши будущие ученые, изобретатели, программисты получат возможность встретиться с мыслителями, вдохновиться новыми идеями. По итогам форума ожидаются следующие результаты. Это эффективное решение и рекомендации. АЭФ – это диалоговая площадка, обмен мнениями и последними научно-практическими достижениями. Они позволят разработать эффективные решения, которые будут применяться практически уже в повестке экономической политики как внутри Казахстана, так и внутри для всего мира. Раз Казахстан должен развиваться, мы должны развиваться, и это нужно делать с подключением в глобальную сеть, с доступом к технологиям, с доступом к инновациям. Без этого развитие сегодня ни одной страны невозможно. Следующее – повышение интереса глобальных инвесторов. АЭФ – это магнит, притягивающий зарубежных инвесторов. Место встречи будут ведущих бизнесменов мира и Казахстана. На форум приедут ведущие международные банки Европы, Азии, из Америки, Соединенных Штатов придут венчурные фонды, силиконовые долины. Очень крупные инвесторы, транснациональные компании, которые ищут точки приложения для своего капитала. Это самый удачный момент на форуме презентовать возможности Казахстана и обсудить возможности инвестиций. И, наконец, формирование новой генерации экономистов. Поскольку АЭФ место сосредоточения лучших в мире экспертов – это уникальная возможность. Перед Казахстаном стоит потребность в генерации новых экономистов, новых ученых, поскольку это новые сферы, блокчейн, майнинг, роботизация промышленности, искусственный интеллект, умные города – это все новые сферы жизни, которые требуют дополнительных знаний. Это новые профессии. Нам нужна новая генерация наших экономистов, новая генерация молодежи, мыслящей в данных категориях. Поэтому это уникальная возможность для развития таких сфер. Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы. Благодарим вас, Руслан Ярбулатович, за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопросов и ответов. Құрметті әріптестер, микрофонға кезекпен келіп, өз сауалдарыңызды қойды өтінеміз. Бірінші сұрақ, тыңдап тұрмыз сізді. Здравствуйте, Бенинский Зат Анвар Брахманов. Но хотелось бы прежде всего спросить про то, приедут ли нобелевские лауреаты, потому что стала традицией, что Астанинский форум собирает ведущие умы мира. И ключевой, наверное, информационный вопрос – приезд Франсуа Олланда. Насколько тяжело было заманить одного из ведущих политиков мира последнего времени в Астану? Спасибо за вопрос. Носители Нобелевской премии, конечно, будут. Так же, как и в прошлом году. Например, Рае Квон Чунг, специалист по вопросу изменения климата, Нобелевский лауреат. Пробация участия профессора Мухаммада Юнуса, премия мира. Еще многие другие. Но количество носителей Нобеля не главный показатель, но они есть. В этом году сама повестка направлена на будущие вызовы. Эксперты подобраны под конкретные темы. Вы посмотрите на сферы. Майнинг криптовалют, умные города, искусственный интеллект, роботизация промышленности. Это все те сферы, которые еще ждут своих будущих нобелевских лауреатов. Многие эксперты
проведут спикинг, проведут встречи со студентами наших университетов. Можно сказать, что, кто знает, может, будущие лауреаты Нобелевской премии уже сидят на скамье в казахстанских вузах, и встречаются, задают вопросы спикерам, вдохновляются их идеями. Что касается непосредственно представления крупных политиков, они будут представлены. Бывший президент Франции Франсуа Олланд тоже приглашен и примет участие на форуме. Следующий вопрос. Представьтесь, мы слушаем вас. Ксения Воронина, Спутник Казахстан. Да, очень интересная концепция, очень интересные спикеры, большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Будут ли подниматься вопросы взаимодействия ЕАЭС, кто будет спикерами, и будет ли обсуждаться положение стран ЕАЭС в свете новых санкций российских? И второй вопрос. Известно ли же уже что-то о документах, которые будут подписаны на АЭФ? Какие конкретные документы, может быть, ключевые? Спасибо. На форуме будет сессия, посвященная повестке геоэкономических проектов на территории Евразии. Будут обсуждены все имеющие торговые возможности, торговые барьеры, все возможности применения капитала, инвестиций в наш регион. Все вопросы будут обсуждены, включая и в повестке вопросов и вопросы возможных последствий от рисков торговых войн, торговых взаимоотношений между различными странами. Все будет комплексно обсуждено. Что касается подписаний, то отличием данного форума в этом году является его неперегруженность различными подписаниями, поскольку форум будет проводиться в формате глобального саммита. Там будет повестка, которая должна ответить на вызовы, стоящие перед всем человечеством по 11 трекам. Конечно же, определенные соглашения, подписания в прошлом году, как и в прошлом году, они будут, но это наш не приоритет. Форум не должен быть перегружен подписаниями. Благодарим вас за ответы. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Келес Усрак. Даниил Сериков, портал Atomic Business Channel. Я хотел бы спросить, вот у вас есть сессии «Умные города». По межбюджетным отношениям внутри Казахстана будет какое-то обсуждение проводиться? К примеру, вот в послании президент отметил, что какую-то часть налогов МСБ необходимо направлять в региональные бюджеты. Сейчас мы видим, что одна из социальных инициатив президента, которая была недавно озвучена, там также говорится, что будет снижение налогов, подоходного налога индивидуального с 10 до 1% при маленьких зарплатах. При этом получается, что регионы будут терять свои какие-то доходы. Вот как межбюджетные отношения, выпадающие какие-то вот доходы? Могли бы озвучить именно по этой казахстанской проблеме? Будет на АЭФ какие-то обсуждения? Спасибо. Безусловно, это часть комплекса умных городов, межбюджетные отношения. В международной практике межбюджетные отношения призваны дать один ответ. За какую часть экономики отвечает местная власть? Будь то Соединенные Штаты, Европа или Азия. Это универсальный ответ. Соответственно, это регулируется межбюджетными отношениями, поскольку развитие региональной экономики, она дает доходы в местный бюджет. Поэтому прорабатывается министерствами внутри, не в рамках форума, вопрос совершенствования межбюджетных отношений, когда определенную доходную часть, источники, которые зависят от региональной экономики, передать в местный бюджет. Это укрепило бы и местные бюджеты, и сильно бы усилило заинтересованность местных органов в развитии региональной экономики. Это есть. Что касается форумной части умных городов, этот вопрос межбюджетных обязательно там есть. Кроме того, большой упор делается на развитие государственно-частного партнерства, потому что методы схема ГЧП является вторым источником для местных бюджетов в развитии местной инфраструктуры. По городу Астаны видите, например, система Сергек – это полностью частный проект за счет частных денег, без государства, на принципах ГЧП устроены. Все инновационные вещи в мире, в Европе, в Азии, где строятся умные города, в Китае, они в основном делаются на принципах ГЧП, поскольку это высокодоходные, рентабельные проекты, и бизнес сам готов вкладываться. Единственное, ему нужно будет постоянный спрос ежегодный, который формирует уже местная экономика. Спасибо. Благодарим вас за ответы. Следующий вопрос. Юрий Масанов. Слушаю вас. Здравствуйте. Информбюро КИЗ, Юрий Масанов. Такой вопрос.
Будет ли теперь вот Астанинский экономический форум проходить в новом формате и впредь, или это просто в этот раз решили? То есть есть ли какие-то, видимо, амбиции стать азиатским Давосом? Так ли это? И второй вот вопрос, я так понимаю, сменилась компания, которая организовывает мероприятия. Хотелось бы узнать, какие до этого крупные мероприятия она проводила. Спасибо. Астанинский экономический форум уже давно занял основную нишу среди таких площадок, посвященных международному диалогу и обмену идеями. Формат форума, как видите, с года в год расширяется. Мы думаем, что последующие форматы, они будут не менее широкими, и тот тренд, который задан на вхождение Казахстана в глобальную сеть, доступ к технологиям, к инновациям, он будет продолжен, этот тренд. Что касается в этом году, поскольку новый формат, у нас меняется взаимоотношения с работой с исполнителями, организатором форума по-прежнему является Министерство национальной экономики, исполнителем выступает казахстанский резидент, компания ТО GVA Казахстан. Это компания, где сосредоточены международные специалисты, международный опыт. Это наш глобальный партнер. Могу представить представителя. Можете дополнить ответ. Да, спасибо. Да, наша компания действительно имеет офисы в США, в Москве и в Астане. В Астане мы находимся не случайно, потому что верим в преобразования, проходящие в данном регионе, верим в роль Казахстана на евразийском пространстве и считаем, что глобальный конгресс про глобальные вызовы имеет место быть в Казахстане. Мы, в свою очередь, имеем большой опыт на подобные темы. В США у нас есть своя постоянно действующая конгрессная площадка, где регулярно проходят и образовательные программы, и экспертные дискуссии, и конференции. В Москве наши партнеры, управляющие партнеры нашей компании участвовали в запуске и в перезапуске таких ключевых конгрессов, как главный форум про инновационное развитие России «Открытые инновации», ключевой конгресс о развитии мегаполисов в Европе, Московский урбанистический форум, крупнейшая выставка и форум про промышленные технологии «Иннопром» и многие другие инвестиционные и экономические конгрессы. Спасибо. Благодарим за ответы. Уважаемые коллеги, следующий вопрос. Келес сұрақ. Юлия Лосеева, Первый канал Евразия. Скажите все-таки насчет гонораров. Кто больше всего получит? Какой из спикеров? Я так отвечу по гонорарам. Да? Высокие гости условно можно поделить на три группы. Первые — те, кто имеет время, желание и возможность приехать, они приезжают абсолютно безвозмездно. В Казахстан такая группа спикеров есть и гостей. Вторая группа, которые готовы приехать, но нужно оплатить перелет, проживание — это нормальная вещь. И третья группа — это которые в силу своих контрактных обязательств действуют только на гонорарной основе. Здесь источником финансирования выступают спонсорские средства, непосредственно спонсоры сами договариваются со спикерами. Это международная практика, полностью ей соответствует, и наш форум в том же формате будет проводиться. Бюджетных денег не затрачивается на эту часть. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Құрметті әріптестер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Брифингке қатысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыздар.